Что обсуждали на табынских чтениях? Кто создал танковую колонну Дмитрий Донской? И зачем нам помнить Великую Отечественную? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». 15 октября в Большом зале Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан состоялся церковно-общественный форум «9-е епархиальные табынские чтения. Великая Победа. Наследие и наследники». Цель чтений на основе традиционных духовно-нравственных ценностей способствовать формированию у подрастающего поколения осознанной ответственности за переданное им духовное и культурное наследие Победы в Великой Отечественной войне. Как мы знаем, все традиционные конфессии, которые сейчас есть в нашей России, но в первую очередь, конечно, православие и ислам, сыграли тоже немалую роль в этой победе в Великой Отечественной войне. Рука об руку мы вместе, наши деды, отцы, матери, братья и сестры наши, рука об руку вместе, кто на фронтах, кто в тылу трудился и ковали победу в этой страшной войне. Конечно, как сказал святейший патриарх Московский и вся Руси Кирилл, что победили не только потому, что воевали на фронтах, потому что трудились, не щадя ни сил, ни жизни, ни своего здоровья в тылу врага, но победили еще потому, что была молитва. Кроме этого, мы с вами знаем, что кроме молитвы наш народ стал стеною. И вот сколько было национальностей в нашем Советском Союзе проживало, все тогда сплотились против общего врага. Русская Православная Церковь, она благословила участие своего народа. И на второй день патриарший местоблюститель, митрополит Сергий Строгородский, он выступил по радио и призвал всех жителей нашей страны, невзирая на веру, верующих, неверующих и кто какой национальности, он призвал сплотиться против общего врага. 22 июня 1941 года, в неделю всех святых, в земле российской просиявших, сразу после воскресной литургии в Богоявленском соборе, митрополит Сергий пишет послание с призывом к верующим стать на защиту Отечества и благословение всех православных на защиту священных границ нашей Родины. Первый молебен о даровании победы патриарший местоблюститель митрополит Сергий отслужил в Богоявленском соборе 26 июня. С этого дня на протяжении всей войны повсеместно в храмах Московской Патриархии за богослужением читали молитву, написанную еще архиепископом Августином в Отечественную войну 1812 года. Наша деятельность нашей Русской Православной Церкви имела и в настоящее время имеет большое значение, потому что это объединительная сила нашего народа. И слава Богу, что мы вместе с представителями ислама, с нашим исламским населением живем вместе, братья, сестры называем друг друга. И дай Бог, чтобы это продолжалось, чтобы мы всегда жили в мире и согласии. Президиум пленарного заседания возглавил глава Башкортостанской митрополии, управляющий Уфимской епархией, митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон. Великая Победа – это не только исторический факт чрезвычайной важности и значения, трепетно хранимый нами, но и высочайшая для нашего отечественного самосознания идея – это духовная и нравственная ценность. Россия никогда не была в лидерах по количеству развязанных войн и не является лидером по размеру военного бюджета. Но наше народное достояние, огромные территории, природное богатство, выходы к морям часто вызывали в истории попытки посягательства на наши границы. Однако в Великой Отечественной войне под угрозой оказалось само наше дальнейшее бытие.
Лидеры фашистской Германии неоднократно и откровенно заявляли о геноциде славян, как в своем праве и цели похода на Россию против народов Советского Союза с численностью населения на те годы до 190 миллионов человек воевала коалиция с населением 350-400 миллионов человек. Продолжил выступление на торжественной части форума верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджудинов. Тема, как всегда, на таблицких чтениях насущная и актуальная. Великая победа, наследие и наследники. Почему опять эту тему поднимаем? Некоторые уже к этой теме бы поставили знак вопроса. Потому что последние десятилетия некоторые даже в нашей стране, но большинство в Европе ставят на одну доску и агрессора, и страну, которая потеряла десятки миллионов людей. Сомневаются, была ли это победа. Для нас это великая победа. А кто наследники? Да все народы, которых Всевышний объединил на земле нашей великой отчизны, России. Святая Русь, она свята не только для великого русского народа, но и для всех народов нашей отчизны. Потому что Родина – это храм Божий. Это великий священный дар Божий. И каждая частица нашего тела из земли нашей отчизны. Защищая отчизну, Родину, наши отцы и деды, наши предки защищали и себя, но прежде всего Божий дар, священный дар. Отчизну, Родину. Также слово взял и председатель Духовного управления мусульман Республики Башкортостан Айнур Бергалин. Хотелось бы отметить то, что такие чтения, они очень необходимы. И тема «Наследие и наследники», они действительно очень актуальны на сегодняшний день, поскольку мы знаем, что есть специальные институты, есть люди, которые занимаются действительно переписыванием истории в сегодняшний день. Действительно, если хочешь изменить будущее народа, то надо переписать его историю. Вот, допустим, возьмем в братской Украине. Там идет сегодня переписывание истории. Или возьмем сегодняшнюю современную Европу, где людям преподносят то, что будто бы СССР или Россия являлась агрессором в этой Великой Отечественной войне, будто бы они творили геноцид, будто бы они вели захватническую войну, будто бы они уничтожали целые народы, поселения или города. И на сегодняшний день перед нами стоит вот действительно актуальная тема – это наследие и наследники. Вот только вот посмотрите, вот за прошедшие года стало актуальным или модным вешать на машине значки такие. Вот 1941-1945 мы можем повторить, нам еще что-то собрался на Берлин или еще что-то. Но если бы на самом деле знали наши сегодняшние современники, чего стоила цена такой победы и какие жертвы наша страна понесла, то ни один здравомыслящий человек не писал бы такие вот надписи и не клеил бы такие наклейки. Форум организован Уфимской епархией с участием синодальных отделов Московской патриархии, а также Салаватской, Нефтекамской и Бирской епархий, администрацией главы Республики Башкортостан, Министерств образования, культуры, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, молодежной политики и спорта, внутренних дел, военного комиссариата Республики Башкортостан, вузов и общественных организаций. После пленарного заседания митрополит Никон наградил благодарственными письмами за долголетнюю усердную работу педагогов воскресных школ. Также в рамках табынских чтений состоялись и секционные заседания по 5 направлениям. В первой секции православного форума обсуждалась тема «Соработничество церкви, государства и общества в деле укрепления народного единства». Выступающие размышляли о религиозной ситуации и образовании в нашей республике, культурном единстве, а также обсуждались такие важные темы нашего времени, как понятие толерантность и деструктивные проявления. На нашей секции сейчас очень
серьезный спор идет по поводу отношений в обществе, которые возникают и национальные, и межнациональные, и межрелигиозные. Рассматривается вопрос о том, что делает ли достаточно государство, общество и все конфессии для того, чтобы вот это единство было достигнуто в полной мере. Всем, думаю, интересно. И самое главное, я думаю, что это полезно. И все, кто присутствовал здесь и участвовал, вынесут для себя что-то важное. И думаю, что мы ближе будем к единству действительно на самом деле. Вторая секция была посвящена теме о роли духовно-нравственного образования в воспитании народа-победителя. Секция созвучна названию самих чтений «Великая Победа», «Наследие, наследники» и ставит, обсуждает, рассматривает вопросы развития и формирования у детей подрастающего поколения, ну и всех народа, любви именно к родине своей. Это сама суть, это само сердце всякого патриотизма. Поэтому если меры патриотического воспитания детей и молодежи, они не воспитывают у него любовь, а только в названии содержат слово «патриот», то, конечно, цели не достигают. Поэтому здесь очень важно для нас именно сделать этот акцент в духовно-нравственной, патриотической работе с молодежью. И именно вот этим, вот любовью к родине, и отличается наш русский народ в особом отношении, которое выражается в словах «Родина-мать», «Матушка Россия». Вот того смысла, который вкладывает наш народ в слово «Родина-мать», нет ни в каком другом языке. И именно в Великой Отечественной сошлись лицом к лицу патриотизм и нацизм. Было пролито море крови, и претерпено было, пережито неисчислимое количество страданий. Но также в этом противостоянии и явилась «Начни с страны правда» и «С кем Бог». В годы Великой Отечественной войны глубокая и прочная связь народа и православной церкви раскрылась со всей убедительностью и полнотой. На фронте и в тылу, на оккупированных территориях и в концлагерях вера укрепляла человека. Уже с первых месяцев войны практически все православные приходы начали сбор средств в фонд обороны. Верующие жертвовали деньги и облигации, изделия и лом из драгоценных и цветных металлов, вещи, обувь, полотно, шерсть и многое другое. По подсчетам Московской Патриархии, к лету 1945 года было собрано более 300 миллионов рублей, не считая драгоценностей, вещей и продуктов. Реально же общая сумма была больше как минимум на несколько десятков миллионов, так как далеко не везде был организован четкий учет взносов. На средства, собранные церковью, были созданы воздушные эскадрильи имени Александра Невского и общецерковная танковая колонна Дмитрий Донской. Большое число священнослужителей трудилось в военных госпиталях. Сейчас, конечно, делаются попытки пересмотреть итоги войны, Великой Отечественной войны, или, как говорят противники всякого патриотизма, развенчать миф о победе. Что о геноциде даже не упоминается часто, геноциде славян, который осуществляли фашистские войска и власть, даже не упоминается. Хотя это очевидный факт, и сейчас в Германии начинается этот процесс трезвого осмысления того, что произошло в Германии в те годы и что происходило на Восточном фронте. Лет 10 назад в ФРГ вышла книга исследования, основанная на изучении аудиозаписей прослушки, которые осуществляли англичане в тюрьмах, которые содержались рядовой состав и младший состав вермахта. Там были не офицеры и солдаты зондеркоманд СС. Это были рядовые солдаты вермахта. 17 тысяч томов, по 20 листов минимум каждый, было стенограмм записано. И все это изучили авторы книги. И вынуждены были признать, что фашистская армия от последнего, от генерала до солдата фактически в массе своей была искалечена. Это чувством расового превосходства. И, ничтоже сомнявшийся, проводила геноцид
славянских странах, на Восточном фронте всеми мыслимыми и немыслимыми способами. И даже более того, солдаты вермахта этим бравировали. И, конечно же, в нашей стране тоже, как бы не без урода, да, в этом отношении. И некоторые СМИ даже регулярно публикуют якобы какие-то исследования, исторические, документальные исследования, которые как бы дезавуируют сам факт мужества, не особенно только мужества солдат, а и жертвенной любви к родине. Говорится, что это не было, все это бессмысленные жертвы, что не было никакого мужества, а просто отчаяние и прочие инсинуации. Всякие придумываются обидные словечки по отношению к почитанию победы, факту почитания победы. Каждый раз 9 мая, когда наступает, мы имеем возможность и в соцсетях, и даже в СМИ увидеть услышать и прочитать то, что пишут ее скверные сыны нашего Отечества, которые так и не доросли до чести быть сынами своей Родины. Но они остаются сынами своей Родины, как бы они ни вели себя, скверными сынами. Но тем самым, конечно, лишают себя такого удивительного духовного переживания чувства, которое называется «любовь к своей Родине». В третьей секции поднимали вопрос о значении патриотизма в Великой Победе и жизни современного общества. Я считаю, что задача нашей секции – это выявить связь патриотического воспитания времен Великой Отечественной и современности. То есть найти точки соприкосновения, выявить проблематику и взять опыт, который был в те годы именно войны и победы, хороший, колоссальный опыт воспитания патриотизма, и попытаться его осовременить. Или какую-то часть хотя бы того опыта взять себе на наши нужды, чтобы уже, опираясь на него, попытаться, возродить, что ли, любовь к родине среди молодого поколения. Потому что сейчас молодежь потихонечку отходит, заражается либеральными взглядами. И вот нужно вернуть эту молодежь на правильные пути любви своего Отечества. Четвертая секция была посвящена теме «Милосердие. Исторический опыт и современность». Это очень животрепещущая тема, острая проблема, которой не всегда оказывается должное внимание. Это работа Красного Креста, это работа, собственно, медицинского персонала. В частности, один из докладов сегодня посвящен святителю Луке Воина-Есенецкому. Он так и звучит: врач, профессор, архиепископ. Человек, который, собственно, в себе воплотил единение церкви, государства, общества. Будучи священнослужителем, монахом, епископом, он совершал и богослужения, и операции, причем очень сложные, как мы знаем все прекрасно, и сколько чудес совершалось исцелений от его руки как специалиста-хирурга высококлассного уровня и, конечно же, как великого молитвенника, пастыря, монаха и учителя Церкви Христовой, который в непростое время, претерпевая страдания, гонения, он также проводил время и в ссылках, и в лагерях, тоже не избежал этого, несмотря на то, что был удостоен сталинской премии в свое время. Всякое было в его жизни. И, собственно, его жизнь, наверное, отражает эпоху истории нашего Отечества в 20-м столетии. И вот, вынося уроки сегодня того времени, мы, конечно, с особым вниманием относимся к делу служения церкви в обществе, собственно, проявляющейся главным образом в делах милосердия. Это забота о сиротах, забота об инвалидах. Это работа просто даже на скорой помощи уже является особым родом деятельности, где человек несет свой крест и помогает нуждающимся. Собственно, это и есть исполнение заповеди Христова, Его завета, в котором мы, собственно, и проявляем свою христианскую сущность, свое осознание как людей православных, верующих не только на словах, но и на деле. Традиции православного сестричества милосердия в Уфимской губернии имеют давние корни. Например, 23 февраля 1905 года в связи с русско-японской войной в Харбин был отправлен целый отряд сестер милосердия, организованный Уфимской Александринской общиною. Количество сестер милосердия из Уфимской губернии, участвовавших в Первой мировой или Великой войне, было довольно значительным.
5-я секция была посвящена теме «Роль культуры в сохранении наследия Великой Победы». Здесь выступающие освещают тему не только Великой Победы, но и значение церкви, духовенства во время Великой Отечественной войны. Также есть участники, которые занимаются краеведческой деятельностью, работают в музеях, освещаются вот эти вопросы, как в данное время музеи и историки, журналисты работают над увековечением Великой Победы, о том, чтобы не было перетасовки фактов, чтобы мы правильно понимали историю, правильно относились к ней. Но есть исторически сложившиеся отношения к участникам Великой войны, к самой войне. Поэтому мы должны, конечно, в молодежи, в подрастающем поколении стараться как-то поддержать патриотическое такое отношение к этим годам. Да, то есть к самой Великой Победе, к участникам. Ну и, конечно, оценивая тот труд, который они совершили, ту победу, которую они одержали над фашизмом, постараться, чтобы ни в коем случае это не повторилось. И здесь уже нужно мирно, в диалоге, как бы какие-то вопросы, которые возникают у историков, как-то вот пытаться до истины, насколько это возможно, дойти, но ни в коем случае не конфликтуя друг с другом. Трудно перечислить все виды патриотической деятельности духовенства во время войны. В прифронтовой полосе при храмах существовали убежища для престарелых и детей, а также перевязочные пункты. Участвовало духовенство и в рытье окопов, организации противовоздушной обороны, мобилизуя людей, утешая потерявших родных и кров. В тылу, в сельских местностях, бывали случаи, когда священники после воскресной литургии призывали верующих вместе с ними выйти на колхозные поля для выполнения срочных хозяйственных работ. Сотни священнослужителей, включая тех, кому удалось вернуться к 1941 году на свободу, отбыв срок в лагерях, тюрьмах и ссылках, были призваны в ряды действующей армии. На фронтах служили полковые священники. Можно было увидеть батюшку в военной шинели, поверх которой были одеяния священнослужителей. Вот эта победа далась нашей стране, конечно, нелегко. Мы знаем, что более 27 миллионов погибло наших соотечественников в этой войне. Многие ведь прошли через концлагеря, многие были вообще репрессированы, расстреляны, как, например, еврейское население, их вообще расстреливали, как говорится, без суда и следствия. Поэтому вот победив в этой войне, наша страна и вместе с тем скорбила, но вместе с тем и радовалась, потому что тот враг, который пришел на нашу землю для того, чтобы истребить, как сказано было приспешниками Гитлера, истребить славянское население в первую очередь. Это Гиммлер так сказал. А вот Гитлер сказал по-другому уже шире. Как можно больше истребить население Советского Союза. Поэтому такая была цель у фашистов. Мы объединились с помощью церкви, с помощью ислама, объединились и победили общего ненавистного врага. По решению Архиерейского совета Башкортостанской митрополии в чтениях участвовали представители всех епархий митрополии. Всего в мероприятиях православного форума приняло участие около 500 человек, из которых 200 – духовенство. Табынские чтения заняли прочное место в жизни республики и стали авторитетной площадкой для обсуждения актуальных задач в сфере совершенствования государственно-церковных отношений, роли православия в образовании и культуре. Это сказать.